Всех привет, дорогие друзья! Всем, кто смотрит, всем, кто слушает, всем, кто нравятся мои ролики про рыбалки, про самодельный удочка, про курить я сделал в этом году и так далее. Все по-разному я снимаю в одном публике, в одном проекте. Но это я так буду снимать в одном все. И это видео будет все по выходным. Извините, что не так буду снимать каждый день, чтобы вам было удобно, чтобы все свежее, сегодня, чтобы публиковать. Это я не думаю, даже не получится даже. Я этого не хочу так делать. Извините, но я вот снимаю вот так удобно на велосипедах, на рыбалках. И вот недавно вот все это публикую все равно в этом году, 25-го года, лето, с самого начала, с самого июньский жара. Знаете, вот то, что я снимаю, то, что я звук не, то вам не нравится, вот ветер шумит сильно, и придется у меня вот дома все, звук удалять, ветер, сильный ветер, когда шумит вам на звук, это все равно придется удалять, и снова запись дома по голосу, запись написать вам, чтобы вам было понятнее. Давайте, ребята, смотрите и слушайте, ставьте лайк вверх палец, поделитесь с друзьями и поддержать мой новый проект, новый фильм, и старые даже поддержите, кто еще не смотрел и кто еще не подписывался. Подписывайтесь, давай вперед, будем снимать еще больше и еще популярнее. Но сразу вам скажу заранее, я когда-то в другом месте буду рыбачить. Привет, друзья! Недавно было у нас 8 июня, было День Троицы, и рано утром было так сильно дождь, проливной дождь. Рано утром, это около 6:30 утра, 8 июня, было так сильный ливень, град, даже огород, вот видите, речка стала. Но это недолго было дождь, но все равно это ущерб, конечно, не очень стал огород, но все-таки стало сильно дождь, и это неправильно. Надо, чтобы было хорошо проливал, как надо, мелкий дождь, а не большой ливень. Дорогие друзья, это недавно я весной снимал, как мучаются скворечники, слишком рано прилетели перелетные птицы, скворцы. И, конечно, им очень холодно весной, но рано, вот, конечно, я даже самодельный скворец, домик, гнездо своими руками я сделал из бревна, дрова или доски я сделал. Но это вы будете смотреть и слушайте. Вам было, конечно, интереснее смотреть, но смотрите, как вам удобнее и как вам мой видео, как я снимал, как я смог снимать даже случайно. Именно скворцов, конечно, черные скворцов не очень, вот постоянно снимаешь, не очень качественно снимает видеокамера. Но я постарался, что я снимал,
Ну и немножко вот видео снимаешь, немножко дрожит. Но это я никак не смогу. У меня с собой, конечно, есть штатив, но как я успею вот поставить штатив, она уже улетела. И надо ждать несколько минут, может полчаса, может и больше. Но так бывает. Давайте смотреть, слушать. Дорогие друзья, хочу вам поделиться. Вы сами можете смотрели, весной я сделал скворечник своими руками. Вон там одна новая в этом году я сделал скворечник. И там уже есть она, скворечница. И даже сейчас, конечно, уже лето, 6 июня 2025 года. И там еще одна, тоже там скорость уже есть. И отец вон там еще делал, тоже там есть она. Но я могу поделиться вот сейчас, что смог я снимать. Она сразу приходит и улетает обратно. Потому что она еду привезет и кормливает. Кормит каждые 5 минут, даже меньше, постоянно. Насекомых, червяк и многое-многое ловит она и кормит. И представляете, в этом году у меня получилось 3 скворечника, 3 штуки. Одна там бревна из дерева, вот, из чурки сделана. А тут доски. Но можете, вы сами можете смотреть, как она прилетает и улетает. Но это короткое видео. Долго не буду снимать, потому что очень много мошки. Очень много мошки. Прямо комары даже много. Еще повторяю, сегодня 6 июня 2025 года. Вот такой у нас огород. Картошка уже есть. Но они постоянно. Видите, линия идет, конечно. Но главное интересно, да? Все это вам, конечно, показывал, что все доказано, что у меня в этом году 3 скворечника. Напишите комментарии, ставьте вверх палец. Всем добра. Пока.
Даже вот недавно я снимал, как овчарка купается, начало летом. А мне нравится, что когда овчарка Ирга купается на холодном душе. Но представляете, овчарка не купается зимой, да? А мы принимаем душ, баню, а овчарка никак зимой. И вот это вот летом надо каждый день хотя бы купался на речке, холодный душ. Ему приятно, когда на улице жарко, до плюс 40 градусов тепла, июня, июля бывает. Но это приятно ему купаться. Всех привет, огромное привет вам, всем подписчикам. Сегодня на рыбалку 5 июня 2025 года. Погода сногсшибательный. Настроение у меня вот такое. И я тут сюда впервые, конечно, на удочках. Вот удочка, велосипед. Вот. Будем подготовиться, подкармливать. Немножко кормим. Специально для рыбы кормить. И со мной, конечно, овчарка нету. Я сам один. И тут летают ласточки. Вот видите. Но может вам не видно. Там вот, где показываю руками, там гнездо. Ласточки делают свои небольшой себе гнездо. Вот берегу, вот видите, бобровый берегу, вот видите. Они летают на этом. Но я им не мешаю, и меня не мешают. Пусть летают. Ну и будем рыбачить. Вода, конечно, немножко большая. Тут все-таки течения нет. Он крутится вот так, как по часовой крутится вода. А там уже дальше течение быстро идет. Ну что, давайте порыбачить. Так, немножко половил. Ну, не очень мелкие, не очень крупные, но ловится хорошо. Кто знает, кто не знает, надо, конечно, вечером, ночью порыбачить, да? Но это я лучше дома полежим, отдохнем, а днем на рыбалку. И вот и прекрасное утро, прекрасный днем. Вот сейчас почти уже обед будет. Приближается обед. Но у меня с собой взял сок.
домашний сок. И у меня вот тут рядом ласточки летают. А вот, конечно, могу приближаться на несколько минут. Просто я полюбоваюсь. Вот, вот видите, гнездо. Но они, конечно, мне не мешают, и я не мешаю. Но ничего страшного. У них, конечно, целое лето еще будут тут жить. Всех привет, огромный привет всем подписчикам. Я снова на рыбалку. На следующий день. На другое место. Хорошее место. С собой удочка. Вот смотрите, что подготовил. Сейчас кормил немножко. Даже поймал немножко. Но не очень мелкий, не очень крупный. Но все-таки я половил. И будем ловить. Сегодня 6 июня 2025 года. Солнечный день. Не очень жаркий день. Это начало. Но сейчас время 9 часов. И с самого утра, конечно, пришел сюда на велосипедах. У меня велосипед там. Пешком сюда пришел. И с собой я даже сразу же попался клещи. Она крупная. И вам хочу показать. Вот на этом банке клещи. Сейчас вам показываю. Сейчас. Лично вам. Вот сейчас вам показываю. Видите, там. Видите, она огромная, клещи. Видите, какая она огромная. Она еще на моем плечо, вот по коленах была. Она поднялась вот тут. Хотел подняться туда. А я сразу увидел, что это клещи. И тут сразу же на банку выбросил его. А знаете, она очень крепко держится, она не отпускает даже. Такая у них ножки, по-моему, как... У них ножки как крючок. И не сможешь из штаны даже вытаскивать. Такие они крепко держатся. Вот такие вот. Видите, даже летом, у нас летом даже есть клещи. Ну вот, ребята, отдыхаем, рыбачим. Одному, конечно, скучно, но вы сами знаете, что одинокий мужчина, конечно, на рыбалке скучно. Надо компания, да, чтобы несколько человек пообщаться. Время уходит.
А зато один сидишь, все свои, все ловится хорошо, места хватит, никому не мешаешь. Вот бывают такие вот удочки на удочке попадается, перепутается все, лески, вообще все. Слишком рядом вот компания рыбачат. Вот. А одному, конечно, хватит места, хоть любое место можно удочкой. И даже можно несколько удочки поставить сюда, 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 несколько шаг. Да. И рядом вот березы, веники вот такие. Почти уже для бани собирать. Но кто в севере живет, конечно, рано. А кто южнее, там уже, может, уже собирают веники. Ну и запах уже приятно, очень приятно. Комаров хватает. Очень слабо клюет, очень слабо. Но все-таки я уже достаточно ловил. Ну вот, ребята, я еще вам ничего не показываю, ничего не ловлю вам. Но простите, что так вам все равно, конечно, интересно, но я не буду все короткие видео, а это все будет общее в одном видео. Публикую каждый день снимать, а фильм будет в одном. Вот, а видите сами, как прекрасная погода.
Везде у нас лес, рядом река. Вот я на велосипедах в сторону река. Почти я едем, конечно, домой. Ну и завтра также снова сюда же, если не будет дождей, если не будет гроза, обязательно сюда снова же на рыбалку. А вы смотрите, как прекрасно тут леса растет. Тут было раньше поле, трава косили, а сейчас вот видите, какая обстановка. Везде молодые сосны растут. Вот видите, они уже даже мой рост даже выше. Где-то 4-метровая высота. Погода, конечно, шепчет. Слишком жарко. Слишком много комаров. Но у меня против костюм, конечно, против комаров, против клещей есть. Но постоянно защитная сетка неудобно, не видно. На удочках ловить поплавок не видно. Сетка у меня темная. Я хоть, конечно, дорогу хочу поснимать. Грунтовая дорога. Почва, конечно, крепкая, твердая. Ни одного лужа нету. Потому что после весной у нас дождей не было. Постоянно сухо. Все ближе. Но возрождает все, деревья, трава, цветы, даже ягоды. Немножко расцвела, цветок черника, например, уже есть, но пока еще рано. Это будем в июле собирать черника. Вот рядом река. Неудобно постоянно в одном правой руках смартфон держим, а одна рука занята, рулит. А грибы еще это очень рано. Это только осенью. А кто ранние грибы выходит, это все равно не сможет собирать. Даже трогать уже невозможно даже. Кто ранние грибы, вот, например, подосиновых, очень рано все там уже съедает опарыш, червяки.
вот, ребята, я, конечно, буду заканчивать, но это видео будет все в одном. А публикуем по выходным, в субботу или воскресенье. Но это не сегодня, не завтра, только по выходным. А сейчас всем пока, до завтра. Пока, друзья. Всем доброе утро, а может уже добрый день. Ну как вам сказать, конечно, всем, конечно, сказать сразу же огромный привет всем подписчикам. Едем на рыбалку на велосипедах. Сегодня погода пока утром все-таки прекрасно. Сегодня по календарю 7 июня 2025 года. Пока солнечная, но облачная. Сегодня обещают дождики. Но это не мешает мне. С собой я взял многое, чтобы не промокнуть. Зонтик взял. А если будет ливень, конечно, лучше домой. Или гроза. Бывают такие жаркие дни, душно, без ветра, рано утром. Но сейчас, конечно, время 7 часов утра. Но это ерунда. Я уже почти приближаюсь в мое место на рыбалку. Сами знаете, кто смотрел с самого начала короткие видео. Но я не снимаю, конечно, не полная версия. Это только на прямой эфир. Тут немножко, конечно, чай ловится, но пропадается. А сейчас идем потихоньку. Грунтовая дорога, тракторная дорога. Видите, колея даже глубокие, травами. Трава все больше, все растет все больше, больше. Начало июня, конечно, жаркое. Ну давайте, ребята, там поснимаю. Но будет все равно каждый днем одном публикую, и будет почти не верите, что это в одном день. Нет, это не в одном день, это все каждый день снимаю, а будет в одном. Это будет полная версия. Да, и много серийный можно ставить. Много серийный.
Так можно так сказать. Ну вот, ребята, потихоньку рыбачим, потихоньку. Слабовато только вот клюет, но все-таки радостный. А вот видите, в моем ведро, синее ведро, да? И почему я ставил там веники березовые? Потому что рыба, чтобы не прыгнула отсюда. А может, если не знаете, почему я оставил, но она живая, и она моментально прыгнет, как пружина, и река уже рядом. За секунду может прыгнуть в любой момент. Но можно, конечно, себе иметь, конечно, кружка, чтобы кружка была на ведро. Но это ничего страшного. Сейчас вот такой сегодня обстановка. Солнечный день, облачная. Солнце, конечно, не очень, но все-таки главное, что не очень жарко. Жарко нам не надо. Вот такой песчаный обрыв, все проваливается потихоньку. Вот это прошлогодний год проваливался вон там было. И песчаный обрыв, когда весной вода большая, и она обрушился под водой. Вот так. Ну, как сказать, конечно, вот берегу, конечно, обрыв падает потихоньку, вот такие песчаные. Но рядом, конечно, растет деревья, и она, конечно, держится. Вот. А где деревья нету, потихоньку проваливается. А что никак не сможет все равно спасти? Никак. Рядом деревья растет. Когда-нибудь это деревья все упадет на воду, все проваливается обрыв песчаный. Почва, конечно, слабая, гнилая.
Ну вот, ребята, немножко дождь идет. А я сидим, все равно будем рыбачить. Нам пока никто не мешает. Главное, чтобы не было гроза, чтобы не было молния. А дождь, мелкий дождь, это тоже ерунда. Это только мелкий дождь. Но мы все равно будем рыбачить. С собой, конечно, взял зонтик. Без зонтика никак. Зонтик все равно спасает. Отдыхаем. Ну вот, ребята. Почти я половил немножко. Но вам, конечно, я показываю и так, и так. А что? А что показывать? Мелкие, крупные, крупные. Вот ловится плотва, ловится елес. И все видов даже ловится многое. Но это все равно вам рассказать окунь, налим, щука, это совсем другое. Это уже другой удочка ловится на спиннингах. А простой удочка только плотва, елес, более-менее подъязок. Ну и бывает даже мелкий подъязок. Вот бывает, ловится хорошо. Недавно было дождик, сейчас перестало дождь. Но я, конечно, сюда приехал своим крутящим велосипедом, конечно, с утра. И сейчас обед, приближается обед. Почти уже я, конечно, собираюсь или нет домой идти. А завтра посмотрим, может завтра никуда, завтра выходной воскресенье. Может, в понедельник я сюда же снова приду. Но очень слабо клюет, очень слабо. Но бывает, вчера было, все так и было, клюет. А сегодня уже слабовато. Но не знаю, то ли погода все равно играет. Вот за это и он не ловится. Вчера было жаркий, а сегодня облачно. Вот такой у нас ласточки. Вот такой песчаный обрыв. И там гнездо. Делают ласточки. Но они зовут, конечно, можно назвать их не только ласточки, а можно назвать их береговушка.
Они закопают своими лапками, вот так копают. Ну и клюквой могут еще копать, вот, чтобы они закопали и песок засыпаются вот, ну, вот на этом, видите. Песок, конечно, почва сырая, очень сырая. Но я пойду. Не буду мешать им.